10 мая около 10 вечера в селе Менделеево Красногвардейского района в семье Усмановых произошла настоящая трагедия. Пожар уничтожил их жилище, оставив лишь обгоревшие стены. В тот вечер в доме находились глава семьи и его 3 детей. Ложились уже отдыхать. Уже дети младшие уже легли спать. Старшая еще и я были как и на ногах, услышали вот эти трески. Что в кухне этот треск происходил. Мгновенно пошел пожар, потому что входная дверь начала гореть, все пластиковое было. Потолок начал падать на палас, и начал палас гореть. Стиральная машинка, рядом бойлер. Все, что было пластиковое вокруг, вспыхнуло, начало все таять, сыпаться. И уже растерялись мы, потому что входная дверь начала гореть. Мы решили в первую очередь выбежать. И мы встали с детьми, тряпки на лицо накинули и быстренько повыбегали они. Я пытался опять заново зайти, документы забрать. Детские документы забрал, которые в дальней комнате были, а свои не смог, потому что пламя обхватило. Рядом газовый баллон был, все вокруг начало гореть, я не смог зайти. Приехала пожарная. Где-то около часа первая машина подъехала, начали тушить, потом они разбили стекло, огонь пошел в задние комнаты. Вторая машина приехала, начала кричать: не заходите вообще во двор, потому что баллоны горели. Часа, наверное, 3, где-то 4 тушили. 4 машины приехало, 4 раза привозили воду. Пожар уничтожил весь дом, оставив после себя лишь пепел и руины. Ничего не удалось сохранить. Все, что семья Усмановых наживала годами, сгорело дотла. Абсолютно ничего. Вот мы как вышли, даже у детей на ногах тапочков не было. Соседи тапочки дали. Нам сельский совет дал жилье временно, пожить в общежитии. Там были комнаты свободные. В этой трагической истории особую боль приносит то, что всего несколько месяцев назад семья пережила ужасную утрату. Их мама и супруга ушла из жизни в сентябре, борясь с болезнью. 5 лет бегали по больницам, и в Краснодар возили ее, и здесь в городе лежала. Постоянно работать толком я не мог, потому что каждый день надо было ездить. Каждым днем хуже и хуже ставало. Эти последние 5 лет мучились. Как сказать, вот, так получилось, да, с женой. Из-за этого все деньги ушли туда. И вот произошел еще этот пожар. 3 детей у меня. 2 несовершеннолетние в школе учатся, а 1 совершеннолетняя. Пожар стал для семьи Усмановых не только материальной катастрофой, но и эмоциональной. Им не справиться с этой бедой самостоятельно. Кто, если может, помогите, пожалуйста, на восстановление дома. Хотелось бы вернуться, потому что здесь наш заработок. Работы нету, в город ездить, автобусы, 1 автобус утром, 1 вечером поздно. Дети сами будут оставаться целый день. Зарплата у меня 10 тысяч, обещают дать 10 тысяч. Вот. Как на эти 10 тысяч можно восстановить дом? Очень хотелось бы, конечно, восстановить свой дом, чтобы у детей была своя крыша.